В Магасе ко Дню народного единства со 2 по 4 ноября пройдет масштабная выставка трофейной боевой техники и вооружения стран НАТО. Техника уже выгружена на площади Согласия. К посетителям представят более 18 единиц различной техники, включая боевые машины. Будут организованы полевая кухня, мобильный пункт отбора на военную службу по контракту и площадка для выступления творческих коллективов. С января по сентябрь текущего года сотрудники «Газпром» Межрегионгаз Назрань выявили 509 самовольных подключений к газораспределительным сетям. Все эти нарушения, по данным пресс-службы компании, устранены. Инициатором самовольных действий выставлен счет на оплату за использованный газ. Гендиректор «Газпром» Межрегионгаз Назрань Альберт Лянов отметил, что в первую очередь работа проводится для того, чтобы исключить возможные несчастные случаи. Фонд гуманитарных проектов и HeadHunter.ru сообщили о совместной разработке учебных материалов для профориентационного проекта «Билет в будущее». На занятиях курса «Россия. Мои горизонты» школьникам помогут научиться составлять резюме, искать вакансии и распознавать недобросовестных работодателей. По данным оператора проекта и сайта по поиску работы, в России активно растет интерес к трудоустройству среди подростков и бизнеса. Так, в 2024 году подростки создали около 400 тысяч резюме, что подтверждает их стремление к раннему трудоустройству. 20% компаний уже нанимают подростков, причем 10% на постоянной основе. На повышение пенсии с 1 ноября могут рассчитывать некоторые категории пенсионеров. Например, граждане, которым в октябре исполнилось 80 лет, в ноябре получат увеличенную в 2 раза фиксированную часть страховой пенсии по старости, а также бывшие работники угольной промышленности и летчики гражданской авиации. Для них соцфонд делает перерасчет пенсии каждые 3 месяца. При этом важно, чтобы человек ушел на пенсию именно с той должности, которая дает право на доплату. Повышение пенсии также ожидает работающих пенсионеров, уволившихся в сентябре. Они получат пенсию со всеми пропущенными индексациями, а также доплату за октябрь, когда пенсионер уже числился неработающим, но перерасчет после увольнения еще не был произведен. В Госдуме предложили расширить возможность использования средств материнского капитала на получение образования для родителей ребенка. В обращении, направленном в Минтруд России, приводится статистика, согласно которой люди, имеющие степень магистра, в среднем получают зарплату на 20,96% больше, чем бакалавры, и на 13,41% больше, чем специалисты. По мнению автора инициативы, при учете острого дефицита профессиональных кадров в некоторых системообразующих отраслях российской экономики, принятие законопроекта будет способствовать дальнейшему развитию экономического потенциала России. Вице-премьер Дмитрий Патрушев поручил профильным ведомствам в течение 2 недель остановить рост цен. Соответствующую задачу он поставил по итогам совещания по ценовой ситуации на продовольственном рынке. В частности, в ходе встречи стороны обсудили предложения и инструменты долгосрочного характера. Патрушев поручил ежедневно мониторить рынок продовольствия и принять исчерпывающие меры для сохранения стабильной ситуации на рынке продовольствия. Вместе с тем вице-премьер отметил, что агропромышленный комплекс страны может обеспечить граждан всеми необходимыми продуктами. Показатели животноводства, пищевой и перерабатывающей промышленности стабильны. Ислам Хазбиев завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира по джиу-джитсу в Греции. Хазбиев выступал в весовой категории до 69 килограммов Ю-16 в ГИ и продемонстрировал высокий уровень подготовки. Его тренером является Абдулбари Гусейнов, а сам Ислам представляет команду «Стрела Тим». Чемпионат проходит с 23 октября по 4 ноября в Ираклионе.